Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшельшара. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Как из ведра. В Гагре из-за ливневых дождей сошли сели. Повреждены несколько домов, гостиница и участок республиканской трассы. Новый руководитель. Президент представил Министерству внутренних дел Роберта Киут. Контроль за реализацией. Министр сельского хозяйства Беслан Джобо посетил сельчан, выигравших тендер на реализацию сельхозпроектов. Ливневые дожди, обрушившиеся рано утром на Гагру, повредили несколько домов, гостиницу и республиканскую трассу. Из-за ливней и сошедших селей перекрыт участок железной дороги. Помимо местных жителей, от последствий стихии в Гагрском районе пострадали 10 россиян, среди которых 7 детей. Они остались без вещей и документов. На место происшествия выехал президент Аслан Бжани. Глава государства дал поручение в максимально сжатые сроки запустить движение на железной дороге и ежедневно докладывать о ходе восстановительных работ. Также создана специальная комиссия, которая должна оценить ущерб, нанесенный гражданам района, и размер выплаты соответствующих компенсаций. Все подробности в материале Асиды Мали. Произошедшее на участке дороги в Гагрском районе можно назвать форс-мажорными обстоятельствами, поскольку на определенный период можно сказать, что движение на республиканской трассе было приостановлено, поскольку машины выстроились в огромную очередь, создалась пробка, и это создавало определенные неудобства, и был вопрос, связанный с тем, чтобы прекратить движение. Однако службы МЧС, местные жители и коммунальщики Гагрского района смогли справиться с задачей. Они расчистили те участки полотна, на которых была сель. На данный момент ситуация намного улучшилась. Мы видим, что трасса фактически пустая, машины проезжают спокойно, без преград. И в ближайшее время сюда должен подъехать президент, который осмотрит места происшествия. Песок, камни и булыжники засыпали участок дороги частично от 20 до 23 километра. Пробки на республиканской трассе с утра начинались с эстакады, что напротив ресторана «Гагрыбш». Патрульные ГАИ по всему периметру регулировали движение. Пострадавших участков и объектов несколько. Одно из них – общежитие персонала одной из местных гостиниц. Президент республики Аслан Бжани приехал на место происшествия, чтобы лично осмотреть, получить информацию и дать поручение по ликвидации последствий стихии. Может обрушиться. Ух ты! А что здесь было раньше? Здесь вот так было? И было, Нет, метра 3 было. Да, скажите, а эта конструкция что у вас? Это блоки или это легковозводимая конструкция? Нет, это бетонный каркас. Этот объект стоит на территории ущелья. Основное здание гостиницы «Далокрен». Чудом обошлось без жертв. Там если дойти... А, сейчас снимаешь? Сейчас мы находимся на проселочной дороге. Машины курсируют от дома, в котором находились туристы, и их эвакуируют, вывозят из этого места. Сейчас мы туда направляемся. Это видео мы записали за несколько часов до приезда президента. Представители местного городского собрания и администрации эвакуировали пострадавших с тем малым, что осталось из вещей. Отвезли в гостиницу. Это мы туристов, которые пострадали, чьи паспорта уплыли, мы сейчас везем в гостиницу, размещаем. Там гостиница с трехразовым питанием. Сейчас их, в общем, согреем, обустроим, прикупим одежду. А где они до этого жили? Тут? Они жили немножко ниже. Сейчас вы туда спуститесь, увидите домовладение, которое подмыло, засыпало, его не смыло, его засыпало. То, что происходило в этих местах в раннее утро, трудно вообразить. Все, что сейчас засыпано грудой камней, раньше было жилой площадью. Дома, машины, сады, огороды, подсобные помещения – все покрыто селью. Мы видим, что груда камней на уровне фактически подоконника, наверное, где-то около 1 метра высотой. Мы видим, что фактически всю территорию засыпало селью, и здесь ничего не осталось от
от самой территории дома, двор, постройки, огороды, деревья, виноград. У вас электричество не пострадало? Отключили вовремя. Вовремя. А кто отключил? Кто отреагировал? Я Вы лично сами? отключал сам. Ну, у нас высоковольтка Да. своя. Вот, смотри. Сейчас здесь все затоплено, и диваны принесло течением или как это произошло? Селевый поток, все диваны, кресла, на котором вы тоже стоите, тоже, да. Тут у вас была кухня. Была. Была кухня. Техника, правда, осталась, неизвестно, что с ней. Ну, с техники практически не осталось. Она была. А там что у вас? Санузлы, 2 туалета, ну, душевые. Стиральная машина. В каком плачевном состоянии, мы друг друга тоже понимаем. Уровень воды, который пришел в этот раз, вот он. Мы все видим. Сели раньше бывали, это вот... Селевые потоки, они присутствовали, но не настолько высокие были. Да, да. Вот ваша Чуть-чуть они были. Это, ну, такого страшного, глобального, который на данный момент видим мы, это первый раз, это трагедия. Да. Это трагедия. Хозяйка этого дома проснулась от плача дочери, которая испугалась шума. Она сразу бросилась звонить в МЧС. Разбудила всех, кто был в доме. 2 машины, стоящие во дворе, послужили своего рода преградой. Иначе с уверенностью можно сказать, что были бы жертвы. Но было раньше селеотведение. Это вообще селеопасный участок. Сель идет каждый год в июне месяце. Но у сели был путь, не было преграждения пути. Ну и не такая, конечно, сель раньше шла, чуть поменьше были сели, но тем не менее они были. В 2005 году была очень А большая что за сель. постройку там сделали? Там просто насыпали подушку, он хотел делать дорогу туда наверх. Просто была насыпана подушка. И подушка это, поймите, преградой. То есть вот она преграда. Участок. Во-первых, он когда строился, уже сузил ущелье, потому что раньше ущелье шло, сель шла полностью в ущелье. А когда он начал строиться, он уже сделал бутылочное горлышко, то есть сель уже, ей некуда сходить. Да. Потом насыпана была подушка. И, соответственно, эта подушка повлияла, то есть так бы, если бы сель бы шла, не было бы этой подушки, сель бы сходила просто по дороге, пострадала бы дорога, пострадало бы все, но не пострадали бы близлежащие дома, понимаете? А так оно получилось преградой, оно все хлынуло волной. От этого места до железной дороги рукой подать. Мы спустились вниз по склону и уже через минуту были на железнодорожных путях. По предварительным данным, на полотно высыпалось более 1500 кубов каменистого грунта. Президент лично осмотрел пострадавший участок, поговорил с домовладельцами, чьи дома были повреждены. Затем спустился к железнодорожному полотну. Генеральный директор АЖД РСО Читанава рассказал о том, что Минтуризма и Абхазская национальная туристическая фирма организовали перевозку пассажиров поездов, чье движение остановлено до места назначения. Что касается устранения последствий непогоды, то уже намечена схема работы. Сейчас надо все возможности финансовые бросить на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на железнодорожном участке. Мы уже связались с Северо-Кавказской железной дорогой, то есть оттуда заедет восстановительный поезд со всей нужной техникой нам, с людьми по контактной сети, по путевому хозяйству. То есть они сегодня приедут и сразу же мы приступаем к работе. То есть мы в сроки в 2-3 дня хотим уже дорогу открыть. Правильно. К выходным дорога должна функционировать. Да. В дальнейшем будем заниматься ликвидацией происшествия. Будем сообща работать, и я думаю, что поставленную задачу мы справимся. Хорошо. В течение 3 суток. Мы сегодня говорили, обсуждали, что нужны там физические люди, все оговорено. Будем помогать, поддерживать и будем работать. Силами национальной туристической компании было вывезено более 300 человек. Это 4 автобуса и 5 маршрутов. Сегодня в обратную сторону также будут вывезены наши гости, около 450. Президент дал указание докладывать лично ему информацию о проводимых работах. Особое внимание уделил вопросу помощи пострадавшим. На нашей практике еще не было такого случая, чтобы государство не помогло пострадавшим. И в прошлом году были такие случаи. Около 300 миллионов рублей было выделено тем, кто пострадал в результате чрезвычайных ситуаций. Но возникает вопрос законности построек жилых домов в этом ущелье, которое расположено в стратегически значимом месте, в непосредственной близости от моста и железной дороги. На наш вопрос о том, какие меры планируется предпринять для выяснения этих обстоятельств, президент ответил так. Я дал указания, компетентные органы будут все это изучать. Если есть нарушения, мы об этом будем знать.
И впоследствии такие нарушения не будут допущены. Лица, которые допустили такого рода нарушения, будут выявлены. Осматривая места, пострадавшие от схода силы, возникает ощущение, насколько сильна природа и насколько бессилен человек. Жизнь людей висела на волоске, и то, что они выжили, можно назвать чудом. Туристка Анна Третьяк до сих пор не может успокоиться после вчерашнего. Рассказывает, что в какой-то момент думала о том, как лучше умереть. Очень сильного шума, я открыла глаза, и на моих глазах вынесла стену полностью. Я спала с маленьким ребенком, я скочила с кровати. Потом смотрю, поток все больше, 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 и вода поднимается, и я думаю... сначала у меня мысли первые были, когда стена рухнула, я понимала, что в соседней комнате у нас дети, и я была уверена, что детей уже унесло, честно говоря. Я держала маленького ребенка на руках, и мне мысли были хотя бы спасти одного, младшего. А когда я понимаю, что я не могу выбраться, я не знаю, там внизу овраг, здесь заблокированная дверь, нет стены, ни первой, ни второй, то есть мы, получается, коробка без двух стен. Мы стоим возле одной стены, а вода прибывает, и я думаю, или дождаться, когда все это закончится, а я понимаю, что смотрю вдаль и вижу, что уже камнями засыпало место, где аж сильно поток воды шел, и я понимаю, что теперь вода пойдет в нашу сторону. А на стенке было всего лишь 2 крючка, моя рубашка и старшего ребенка штаны. Я сделала веревку из них, обвязала ребенка. И, у меня было, я думаю, нельзя так говорить, конечно, но я думаю, как лучше умереть. Либо захлебнуться с этой жижей, как ребенку было бы легче умереть, либо от удара камня, я даже не знала. А потом я начала... Также я привязала ребенка, начала медленно подходить к краю и увидела этого мужчину. Просто он повторно спустился, он, видимо, нас искал. Он нас искал, и я ему крикнула, он меня не услышал, я долго кричала, потом обернулся, он принес балку, он перекинул балку, я балку эту схватила, мы по балке спустились на другой конец, потом еще 2 балки он перекинул, и мы уже в лес и тоже ушли выше. А когда вернулись в комнату, где были все остальные, кроме нас, с младшим, с моим ребенком, они стояли, держали за руки, стояли, молились. Сейчас туристы в безопасности. В гостинице «Сан-Палас» их приютили и накормили бесплатно. Правительство республики выделило 3 пострадавшим семьям по 100 тысяч рублей. Из вещей почти ничего не осталось. Местные жители, зная о беде гостей, помогают как могут. Вот, к примеру, передают вещи. Что касается документов, консульство позаботилось о том, чтобы необходимые документы для выезда из республики были готовы к сроку. Говорить о материальном ущербе пока невозможно, предстоит подсчитать. Но одно можно сказать с уверенностью: чтобы устранить последствия, понадобится большая сумма. По финансам сколько обойдется, чтобы устранить? Много, я думаю, немало. Нет, пока нет таких. Это еще нужно оценить ущерб и так далее. Но это будет в любом случае для нас чувствительная сумма для государства. Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш также отметил, что потерявшим жилье будет оказана помощь. Предполагается, что дома жителей ущелья Чагрыбщ будут расчищены от сели. Говорить с уверенностью о том, что сход сели вызван лишь сильным дождем, не приходится. Есть версия, что это могут быть и последствия смерча. Выброс воды в горах мог спровоцировать такой объемный поток, ведь в ущелье нет реки. Но этот вопрос еще предстоит изучить. Асида Малия, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Президент представил коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя Роберта Киут. 13 июня глава государства подписал указ об освобождении генерал-майора милиции Вальтера Будба от должности министра внутренних дел. Новым министром был назначен Роберт Киут, занимавший до этого пост председателя СГБ. Президент Аслан Бжания поблагодарил Вальтера Будба за совместную работу. Вальтер Будба, в свою очередь, поблагодарил руководство страны и коллектив МВД. Он пожелал коллегам успехов в их нелегком труде. Я бы хотел в первую очередь поблагодарить за совместную работу генерал-майора милиции Будба Вальтера Сергеевича. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, я благодарен вам. Для меня большая честь вместе с вами было трудиться это время. Мы сделали немало. Дальше коллега, наш друг Роберт Витальевич продолжит все, что мы делали вместе. Я убежден, вы достигнете результатов
еще больше и лучше. Новый министр внутренних дел Роберт Киут поблагодарил президента за оказанное доверие и выразил надежду на поддержку коллектива. Большое спасибо за оказанное доверие. Я его смогу оправдать. Коллектив МВД мне очень хорошо знаком, так как по различным направлениям приходилось множество раз пересекаться. Будем идти вперед, ни в коем случае динамику останавливать не будем, будем наращивать темпы. Президент, обращаясь к коллективу МВД, выразил надежду на то, что вхождение в должность нового министра произойдет безболезненно. Глава государства отметил, что перед МВД стоит еще немало проблем. Аслан Бжания пообещал, что руководство страны будет и впредь предпринимать всевозможные усилия, чтобы поддержать ведомство. Я очень надеюсь на то, что вхождение в должность нового министра внутренних дел произойдет безболезненно. Я уверен в том, что никаких необдуманных резких шагов новый министр предпринимать не будет. Я рассчитываю на то, что те тенденции, которые были заложены за последние 3 года, будут продолжены. Ситуация в стране непростая. Хоть мы и имеем по отдельным направлениям неплохие результаты, общество требует, чтобы работа правоохранительных органов в целом и Министерство внутренних дел в частности была еще более наступательной. Понимаем проблемы, которые стоят перед Министерством внутренних дел. Понимаем, что необходима поддержка, еще большая поддержка со стороны государства. И я хотел бы вас проинформировать о том, что буду предпринимать все возможные усилия для того, чтобы поддержать Министерство внутренних дел. Мы будем ставить вопрос перед российскими коллегами о поддержке дополнительной. Мы будем изыскивать какие-то возможности внутри страны с тем, чтобы человек в форме, сотрудник Министерства внутренних дел, выполнял свой долг должным образом и был защищен государством. Мы выходим в такой этап становления государства, когда эти задачи мы обязаны решить, и мы их решим. Они напрямую связаны с возможностями нашей экономики. И те вопросы, которые сегодня выносятся на повестку дня, и вопросы, которые идут очень тяжело, по разным причинам. Не потому, что они не проработаны, не потому, что они неправильные, а потому, что есть люди, которым это не нравится. Мы вместе с вами должны эти вопросы решить, и это будет обязательно отразиться на жизни и деятельности, в том числе сотрудников Министерства внутренних дел. Роберт Витальевич Киут с 2003 года по настоящее время являлся сотрудником службы госбезопасности Абхазии. Награжден медалями за безупречную службу 2 и 3 степеней, медалями ФСБ России за отличие в контрразведке и за боевое содружество. В разные годы неоднократно поощрялся руководством СГБ. Ирина Аршба, Даур Инавшба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Оперативным составом Гудаутского РОВД совместно с отделом милиции города Новый Афон раскрыто преступление имущественного характера. Подробности в материале пресс-службы МВД. Преступление имущественного характера раскрыто оперативным составом Гудаутского РОВД совместно с отделом милиции города Новый Афон. Задержан подозреваемый Пиле Давид Терентьевич, 1982 года рождения, житель села Лашкиндара Чемчирского района. Последний, находясь в городе Новый Афон, разбил стекло автомобиля заявителя, откуда совершил кражу кожаной сумки с личными вещами и документами потерпевшего. Похищенное имущество сотрудниками милиции изъято при обследовании автомобиля, на котором подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан в результате незамедлительно принятых оперативно-розыскных мероприятий. По факту кражи в отношении гражданина Пилля группой дознания Гудаутского РОВД по пункту В части 2 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Решением Гудаутского районного суда подозреваемый помещен под домашний арест. В рамках реализации президентской программы развития сельского хозяйства на 2022 год министр сельского хозяйства Беслан Джопова посетила Чемчирский район, чтобы посмотреть, как обстоят дела у сельчан, выигравших тендер на реализацию сельхозпроектов. В поездке первого вице-премьера сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Лауры Капш.
Первый объект, который посетил Беслан Джопу, ореховая плантация предпринимателя Батала Гвициня в селе Атара. Здесь на 3 гектарах земли посажено 1000 саженцев грецкого ореха под названием Чандлер. Это карликовый вид, не растет выше 3,5 метров и дает полноценный урожай уже на 3-й год. Если ухаживать как положено, то с одного дерева можно получить 50 килограммов грецкого ореха. В 2022 году проект я сдал Министерству сельского хозяйства, и они мне выделили сумму миллион денег. И я на эту сумму, они мне приобрели все материалы, капельные шланги, центральные водопроводные шланги, баки, плюс еще провода для подключения, насосы фирма Джамбо 3 штуки, чтобы подача воды, чтобы было, все, что полагается. Я доволен, очень даже доволен. Ухаживать люблю, фруктов. Так что спасибо большое, то, что они мне сделали, я очень от души рад. В селе Атара министр также посетил тепличное хозяйство предпринимателя Симона Гвициня. Здесь 5 гектаров земли. На 3 гектарах крупными партиями посажены фундук, пекан, фейхоа, виноград и кукуруза. Остальная земля, открытый грунт и 3500 квадратных метров теплицы, занятые овощными культурами. Здесь выращивают огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский острый перец, капусту и даже клубнику. Симон Гвициня уже более 15 лет занимается сельским хозяйством. Благодаря госпрограмме ему пробурлили скважину, ведь в выращивании овощных культур вода играет важную роль. Все, что вы здесь выращиваете, начиная от огурцов, здесь продаете, получается, в Абхазии, на рынке. Расскажите, пожалуйста, как вы ухаживаете? Ухаживаю рабочие, я и моя семья. Когда не хватает рук, набираю однодневных рабочих. И когда полегче, уже сами справляемся. Какую помощь оказало государство по программе? По госпрограмме я получил на сумму почти 1 миллион рублей. Мне артезианскую скважину сделали. Около 100 тонн навоза, удобрения мне купили. Плюс еще вокруг теплиц надо было провести канавы, там около 1 километра получается. Тоже оплатили работу экскаватора. В целом... Очень большая помощь, особенно скважины. Скважины вообще цены нету, это самое главное, вода. Если воды нет, ничего не будет. В селе Лашкиндар предприниматель Дмитрий Пиля реализует проект по выращиванию голубики. И можно сказать, что это один из лучших проектов. Кустарник с очень сладкими, с легкой кислинкой ягодами, темно-синего цвета и круглой формы. Работа здесь кипит. Рабочие дружно собирают ягоду и тут же помещают в контейнеры. Это голубика. Ребята, которые занимаются голубикой в селе Лашкиндар, они сами своими средствами начали это производить. Потом, во-первых, в некоторые моменты, где нужно было оказать помощь в самих саженцах, перевозки, там с водой, со скважиной. Одним словом, там в тех размерах, которые позволяла наша программа, там до 1 миллиона или чуть более, мы оказали им помощь, но там работы сделаны намного больше. Это рабочие места, это люди, которые этим занимаются. Это один за другим, создавая рабочие места, мы можем каким-то образом хотя бы безработицу в селе решить. В селе Чло Артур Джопо реализует проект по выращиванию хурмы. На территории более 1 гектара земли высажено 400 корней 2 сортов бычье сердце и плоская хурма. По госпрограмме Артур получил не только саженцы, а также колышки и материал для ограждения территории. Далее министр посетил виноградное поле предпринимателя Романа Куркуна в селе Тхина. Здесь посажено 2200 корней винограда, белый, цаликаури и черный аджалеши. Ограждение забора, саженцы, а также шпалеры для выращивания винограда были приобретены в рамках президентской программы по развитию сельского хозяйства. ноябрь зуан убри азн разиги арсни атна хапха яраж хагалан я куцаргибша бас я хацхрай дара зера программа бзё дара зибзё.
В селе Тхина-Демурхора реализует проект по выращиванию малины. Здесь 2 года назад было посажено 2000 саженцев. По госпрограмме была ограждена территория, также приобретено полумеханизированное оборудование для закрытия компотов. В этом году должен был быть хороший урожай, но из-за болезни малины урожая нет. Жители села Гупа Чемчирского района Тенгиз Хведелидзе и Омар Пиля в рамках проекта реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства получили оборудование по переработке воска и производству овощины. Агрегат «Маргарита» единственный в такой модификации не только в районе, но и в Абхазии. Во-первых, с самого начала хотелось бы поблагодарить Министерство сельского хозяйства во главе с президентом. На самом деле помогли, вот, не ради красивых слов сказано. Вот этот станок в нашем районе необходим был. Не только в нашем районе, а в Абхазии. Потому что в Абхазии всего один станок был такой. Он никак не успевал на всех пчеловодов перерабатывать воск на вощину. Пчеловоды давно занимаются любимым делом. У каждого из них сегодня больше 100 ульев. В хорошие времена было и по 200. И за год пасечники собирали до 4 тонн меда. На сегодняшний день абхазские пасечники принимают заказы на вощину. За год более 90 человек обращались за этой продукцией. Бак – это воскотопка и стерилизатор. Он топит воск до 140 градусов, поднимается, отключается и на стерилизацию идет. Без стерилизации вощина, это, можно сказать, она непригодна. А вот это барабан уже лентообразующий. Отсюда воск сюда идет и лента образуется. Здесь вода холодная, горячая, все. Если все нормально, все работает, за 6-7 часов мы от 180 до 200 килограмм перерабатываем. Беслан Джопа также посетил село Мук, где реализуется проект по выращиванию цитрусовых. Здесь в основном цитрусовые, бахчевые используют, но здесь тоже более 15 гектаров огорожены, сделаны. Мы помогли здесь саженцами, остальное все своими силами они сделали. У них техника, у них свое оборудование. Одним словом, вот там, где нужна помощь была от государства, они получили. Вот они, вот, как вы видите, прекрасные саженцы в прекрасном состоянии, ухоженные, подкормленные. Вот то, что больше всего радует, когда иногда, вот, заплатив бюджетные средства, мы людям иногда не везде же вот такая ситуация немного или из-за непрофессиональности, или, может быть, из-за отношения к этому, но такие вот угнетенные саженцы, когда мы видим, мы вот начинаем возмущаться. И вот сегодня здесь, в данном месте, очень даже прекрасный саженцы. По итогам инспекционной поездки Беслан Джопа подвел итоги. Мы можем сказать, что этот проект настолько удался, что вот люди в подсобных хозяйствах, не масштабные, там вот 200-300 там гектаров, а именно до гектара, до 2, максимум 5 гектаров или даже того меньше, подсобных хозяйств создали себе с помощью государства небольшие хозяйства, которые будут расширяться в дальнейшем, потому что они ухоженные. Это те культуры, которые имеют спрос на рынке, начиная от восточной хурмы, голубики, вот однолетних культур бахчевых и остальных. Вот то, что мы сегодня смотрели, вот здесь вот цитрусовые насаждения. Одним словом, я думаю, что этот проект нужно будет продолжать. И более того, мы в этом году готовим программу специальную, которая будет утверждаться Кабинетом министров на большую сумму. Мы будем просить у руководства страны, это президентская программа, и изначально он был нами предложен, поддержан президентом, и мы после того, как мы сможем провести какой-то отчет и показать все, что происходит по этой линии, и насколько мы смогли помочь людям, и увидев результат, я думаю, что нас поддержит. Если будет возможность у бюджета выделить не 100, а 200 миллионов, я думаю, что наши все проекты удвоятся. То есть Президентская программа развития сельского хозяйства Абхазии реализуется во всех районах республики. В этом году заявки на проекты уже рассмотрены. В скором времени приступят к их реализации. Лаура Капш, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Делегация из Абхазии принимает участие в 26-м Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня. В составе делегации спикер парламента Лаша Ашуба, вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, министр иностранных дел Инал Ардзенба, депутаты парламента Беслан Халваш, Алхаз Хагба, Алиса Гулария и Наур Нармания. Деловая программа форума очень насыщенная и включает в себя более 150 сессий, мастер-классов и встреч.
На полях Санкт-Петербургского экономического форума министр иностранных дел Инна Ларзенова встретился с советником президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества, специальным представителем Республики Никарагуа по взаимодействию с Россией Лауриано Ортега Мурильо. Стороны обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия и координации работы в сфере информационной политики. Кроме того, была обозначена необходимость формирования союзного медиахолдинга Абхазия-Никарагуа, который бы отстаивал интересы многополярности, реформы международного права. Почетное консульство Республики Абхазия запускается в Санкт-Петербурге, сообщает медиа-центр МИД. Офис расположен в самом высоком эксплуатируемом здании северной столицы «Лидер Тауэр» на 40-м этаже. Офис призван активизировать участие Абхазии в различных международных мероприятиях. Работа по запуску офиса проводится в тесном контакте с МИД России. Запуск офиса осуществляется на внебюджетные средства. На 87-м году ушла из жизни заслуженный работник Высшей школы Абхазии, кавалер ордена Ахс-Апша 3-й степени, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики АГУ Этери Шамба. Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты АГУ выражают искренние соболезнования родным и близким Этери Мироновной. Этери Шамба является автором более 60 научных работ, внесла заметный вклад в разработку физических терминов на абхазском языке в дело развития абхазского языка в области физики. ВАК подвела итоги проекта по диспансеризации учащихся сельских школ. За 3 месяца было обследование более 700 человек, в том числе и учителя. В целом диспансеризацию провели в 11 селах республики. Результаты и важность данного мероприятия обсудили на встрече в Сухуми представители Минздрава и Минпроса, специалисты, медики, а также уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджоля и уполномоченный по правам человека Анна Скишмария. Все детали у Сарии Кварацхеля. Диспансеризация учащихся сельских школ была начата в марте текущего года. Проект начался с обследования детей школьного возраста, проживающих в отдаленных селах. Организаторы брали во внимание тот факт, что люди, проживающие в сельской местности, особенно малоимущие, либо откладывают визит к врачу, либо вовсе не обращаются за медицинской помощью. В первый день диспансеризации ученики сдавали кровь на общий анализ и уровень глюкозы, а затем уже с имеющимися результатами анализов проходили осмотр у врачей широкого спектра. 1-2 дней мы получаем все результаты. И к 3-му выезду, когда уже школу посещают врачи, биоматериал он все еще хранится в лаборатории, в условиях, в которых он все еще пригоден для анализа. То есть если врач в ходе осмотра захочет запросить какой-то дополнительный показатель, то этот анализ ребенок или учитель получит бесплатно. За 3 месяца было обследование более 700 человек, в том числе учителя. В целом диспансеризацию провели в 11 селах республики. Почему мы ограничились детьми школьного возраста? Изначально мы хотели всех детей села. Немножко переоценили свои силы. Потом спасибо Саиде Юрьевне, она нам сказала: чуть приземлитесь, это очень сложно. И объяснила нам, почему, и мы поняли. На самом деле, даже в школах, где мы буквально залавливаем детей, некоторые родители умудряются не прийти и не привести своих детей. А собрать вот так вот в селе — это очень сложно, поэтому мы пока ограничились этим количеством. Дальше посмотрим, какие будут возможности у нас, у государства. Даже если человек считает себя здоровым, во время диспансеризации и профилактических осмотров у него нередко обнаруживаются хронические или инфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. Диспансеризация позволяет сохранить и укрепить здоровье, а при необходимости своевременно провести дообследование и консультацию врачей. Результаты тестов помогут не только узнать о своем здоровье, но и получить необходимые рекомендации об основах здорового образа жизни. Мы, как организация общественная, не пытаемся заменить собой государство и Минздрав. Мы всегда в помощь. И все наши проекты по этому принципу происходят. Мы что-то начинаем, пробуем, смотрим, как это изучаем. Естественно, наши граждане получают какую-то практическую пользу от этого.
Сегодняшняя дискуссия, мне хотелось бы, чтобы была вокруг того, как масштабировать то, что мы начали. Младший научный сотрудник НИИПИТ Валерий Джинджоли рассказал о статистике диспансеризации, привел демографические данные, отметил, что чаще встречаемые заболевания во время диспансеризации – это неврологические, офтальмологические и эндокринологические. В процентных отношениях вы видите, что по районам, два основных района исследованных, это было Ачамчира и Гудаута. И 7%, 8 почти процентов занял Тхорчал. Видите, что в Тхорчальском районе это было 2 села, Тхина и Бедия-Ду. В Ачамчирском 4 села и в Гудаутском районе 5 сел. Минздрав осуществлял техническую поддержку и формировал бригады врачей. ВАГ же взял на себя решение организационных вопросов и все финансовые расходы. Организаторы благодарны заместителю министра Саиди Делба и педиатру Эсми Гуни за оказанную консультативную помощь при подготовке всех этапов диспансеризации. Ваковцы, у меня просто нет слов. Я буду говорить сумбурно, но буду говорить искренне от души, так как я это чувствую. Значит, то, что сделали вы в этой ситуации, как вы это все организовали и провели, смогли скоординировать деятельность всех наших специалистов, это пример того, как должно быть. Буду исходить из того, что, в принципе, в должностные инструкции наших районных педиатров входит все то, что осуществили вы. Я не буду говорить, что наши педиатры работают плохо или хорошо. Это сегодня не тема для анализа работы наших подведомственных лечебных учреждений, но я хочу сказать, должно выглядеть так, как это проходит сейчас. Есть дефицит кадров, и поэтому в районах нужна была наша помощь, именно педиатрическая. И да, может, и в Гудаутском районе, и в Ачамчирском районе были выявлены те детки, которые ни разу не обращались к педиатру, но это не минус наших докторов, потому что бывает отдаленность сельской местности, и родители не доходят до медпункта. Отказали анализы сдавать. То есть они в этом где-то какой-то подвох ощущали, что ли. Отказались 10 человек первый, да, в селе? Чипирование, да. То есть это реально вполне серьезно, многие отказывались. Но потом они приходили на медосмотр, именно вот анализ крови, хотя они очень давно не сдавали, да, как выяснилось, но именно от анализа крови они отказывались категорически. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем коллегам. Отмечая цели и задачи диспансеризации, участник встречи, депутат парламента Инар Гицба отметил, что в перспективе, утверждая и рассматривая бюджет на 2024 год, парламентарии поддержат данную инициативу, чтобы она и в дальнейшем имела продолжение. Сейчас как раз идет процесс формирования нового бюджета на 2024 год. Возможно, вот это как и предложение, и приглашение к совместной работе, да, там и Минздрав, Минпрос, Конгресс, депутатский корпус подумать над тем, каким образом можно было бы сформировать в бюджет, чтобы были предусмотрены средства на продолжение. Сегодня ведь мы подводим предварительные итоги диспансеризации, и результаты, очевидны. Значимость тут переоценить невозможно. Диспансеризация учащихся сельских школ продолжится с началом учебного года. Сария Кварцхеля, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 15 июня, на территории Абхазии ожидается временами дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 15-20, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 22 градуса. На этом информационный выпуск Камши-Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.